Это дистанционка, это я так скажу, открытый инвестор, это воспитание дебилов, потому что преподаватель должен напрямую общаться с учеником, иначе ученик знаний не получит. У нас и сейчас и так загубили всю систему образования. Если на дистанционку, то они вообще тупыми уйдут оттуда. А вспышки коронавируса дети же тоже могут заразиться? Учителя Стоп, болеют? дети, к счастью, они же как бы легко переживают это все. Учителя тоже у нас уже старых не осталось, они ушли. А так, возьмите шведскую модель, что? Пережили они как-то. Думаю, да. Ну, тут нужно смотреть уже по ситуации. Если будет количество заболевших именно вот этим вирусом, да, то тогда можно. Но сейчас. Я считаю, нет. Ну, во-первых, качество образования плохое на дистанционном обучении. И дети не получают нужный уровень знаний, и я считаю, это просто бред. Я тоже думаю, нет, потому что у меня вот младший братик есть, и он толком не занимается на дистанционном обучении, и поэтому уровень знаний тоже уменьшается очень сильно. Просто нужно меры предосторожности соблюдать, и все будет хорошо, я считаю. Я не знаю, надо подумать. Ну, я не знаю, наверное, медикам виднее, чем простым людям. Не знаю, есть ли от этого смысл, потому что многие жалуются на дистанционное обучение, якобы это плохо и для учеников, и для родителей. Если это, конечно, спасет, то, наверное, надо, но мне кажется, школьники, и кто в университетах учится, в колледжах, они будут меньше получать знаний и как-то менее практичнее это будет. Думаю, нет. Почему? Все равно все переболеют. Лучше перевести. Я считаю, что это, в принципе, достаточно необходимая мера, поскольку лично в моем университете наблюдаются вспышки коронавируса и среди преподавательского состава, и среди студентов. Я думаю, это необходимая мера. Если сильно будет, потому что обучение, мое мнение, на дистанционке – это не обучение. Конечно, это необходимо, потому что риски заражения увеличиваются, и люди подвергаются опасности, а дети это являются переносчиками, могут пострадать и люди пенсионного возраста, поэтому это необходимо.